середине IX века на троне Византийской империи воцарился молодой император Михаил III. Его мать, императрица Феодора, была сослана в монастырь, а ее любовник, Феоктист, убит. Во главе заговора, лишившего власти Феодору и возведшего на престол Михаила, стоял дядя Михаила, Бардас, человек умный, осторожный и амбициозный. Михаила, в то время юного, неопытного правителя, окружали интриганы, убийцы и растратчики казны. В это опасное время он нуждался в ком-то, кому мог бы доверять как советчику, и он подумал о Василии, своем лучшем друге. Василий не обладал опытом ни в государственных делах, ни в политике, собственно, он был начальником королевских конюшен, но не раз подтверждал свою любовь и преданность. Они познакомились несколькими годами раньше. Михаил приехал в конюшню, и именно в этот момент на волю вырвалась дикая лошадь. Василий, простой молодой конюх из крестьянского македонского рода, спас Михаилу жизнь. Сила и храбрость юноши покорили Михаила, который немедленно возвысил простого конюха, назначив его начальником конюшен. Чтобы получить хорошего врага, выбери друга. Он знает, куда нанести удар. Диана де Пуатье, фаворитка Генриха II французского. Михаил не скупился на подарки и почести для своего друга. Вскоре они стали неразлучны. Василия отправили учиться в лучшее учебное заведение Византии, и простой крестьянин превратился в культурного и изысканного придворного. Став императором, Михаил нуждался в преданном друге. Кому он мог доверить пост управляющего двором и главного советника, как не юноше всем ему обязанному? Михаил любил Василия как брата и считал, что его легко будет обучить новым обязанностям. Невзирая на советы тех, кто рекомендовал намного более знающего Бардаса, Михаил остановил выбор на своем друге. Каждый раз, делая назначение на вакантную должность, я произвожу на свет сотни недовольных и одного неблагодарного. Людовик XIV. Василий хорошо учился и вскоре уже консультировал императора по всем государственным делам. Единственной проблемой были деньги. Василию их всегда не хватало. Стремление соответствовать великолепию византийского двора сделало его жадным до выгод, предоставляемых властью. Михаил удвоил, а затем утроил ему жалование. Затем он даровал ему дворянство и женил на собственной фаворитке, Евдоксии Ингерине. Никакая цена не казалась слишком высокой, чтобы сохранить при себе верного друга и хорошего советника. Но неприятности только начинались. Бардас занимал пост главнокомандующего, и Василий убедил Михаила, что притязания его дяди непомерно высоки. Понадеявшись, что сможет контролировать действия племянника, Бардас помог тому взойти на трон с помощью заговора. А значит, от него можно было ждать и нового заговора, на сей раз с целью свержения Михаила и захвата власти. Василий капал яд в ухо императора Михаила, пока тот не согласился на убийство дяди. Во время больших конных соревнований люди Василия окружили Бардаса в толпе, и он был убит ударом в спину. Вскоре Василий обратился с просьбой назначить его командующим армией вместо погибшего Бардаса, с тем, чтобы он мог контролировать ситуацию в стране и подавлять бунты. Прошение было удовлетворено. Что же касается меня самого, то однажды я был обманут человеком, которого любил безмерно и в любовь которого я верил более, чем в чью-либо. Поэтому я полагаю, что можно любить и ценить кого-то превыше других, служить ему согласно его заслугам и достоинствам, но не следует доверяться этому искусительному капкану дружбы настолько, чтобы потом попасться в него. Бальдасаре Кастильоне. С тех пор власть и богатство Василия беспрепятственно росли, и спустя несколько лет Михаил,
попав в финансовые затруднения из-за своей расточительности, попросил его вернуть некоторую сумму денег из тех, что давались ему в долг в течение многих лет. Михаил был просто поражен, услышав отказ Василия, который был дан ему с совершенно невинным видом. Император только тогда осознал, у бывшего мальчишки с конюшни было больше денег, больше влияния в армии и сенате, в конечном счете больше власти, чем у него самого. Прошло еще несколько недель, и, проснувшись после хмельной ночи, Михаил обнаружил, что окружен солдатами. Василий наблюдал за тем, как они убивали императора. Потом, провозгласив императором себя, он проехал на коне по улицам Византии, размахивая длинной пикой, на конце которой была насажена голова его бывшего благодетеля и лучшего друга. Толкование. Михаил III сделал ставку на чувство благодарности, которое, по его мнению, испытывал Василий. Конечно, тот должен был служить ему верой и правдой. Он был обязан императору всем, что имел – богатством, образованием, положением. Продвигаясь к власти, Василий получал все, в чем только нуждался, и это упрочивало дружеские узы. Император слишком поздно понял свою ошибку, когда в тот роковой день увидел дерзкую усмешку на губах Василия. «Боже, храни меня от друзей. О врагах я позабочусь сам». Вольтер. Он сотворил чудовище. Он позволил слишком близко ощутить власть человеку, который хотел большего, который привык получать все, что захочет, который тяготился добротой и благодеяниями по отношению к себе. Этот человек просто сделал то, что делают многие в его положении, забывают о добром отношении к ним других людей и воображают, что добились успеха самостоятельно. В тот момент, когда Михаил осознал истинное положение вещей, он еще мог спасти свою жизнь, но дружба и любовь ослепляют. Никто не верит, что друг может предать. Михаил продолжал заблуждаться вплоть до того дня, когда его голова оказалась вздернутой на пику.